Низкая сатурация, температура, одышка, общая слабость. Симптомы коронавирусной инфекции все те же. Однако среди зараженных давно не только пожилые и люди с хроническими заболеваниями, но и молодые. С начала пандемии в Ингушетии ковидом заразилось более 25 тысяч человек, а жертвами коварной инфекции стали 435 человек. На сегодняшний день цифры держатся на стабильно высоком уровне. Лиц старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, 94 человека. Из всех лиц подозрительных и подтвержденных на COVID-19 328 человек у нас находятся на госпитализации. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом 153 человека. В отделении реанимации 39 человек. И на искусственной вентиляции легких у нас находится 16 человек. Медики утверждают, что основной очаг заболевания – это семья, и дети чаще всего заражаются от родителей. Попытки самолечения приводят лишь к тяжелому состоянию и, как следствие, неотложной госпитализации с сопутствующими заболеваниями. Причины у всех разные – приобретение неэффективных антибиотиков, позднее обращение за помощью. Помимо запущенных случаев, заболевание проходит и в легкой форме, на дому. Игнорировать предписание врача в таких случаях нельзя. Необходимо выделить больному отдельную комнату. Если нет такой возможности выделить комнату, то необходимо, чтобы один из членов семьи смотрел данного больного, ухаживал за данным больным. И желательно, чтобы он соблюдал все меры профилактики. Это в первую очередь ношение масок. Это соблюдение дезрежима, это соблюдение дистанции. Обязательно нужно проветривать комнату, где находится больной человек, 2-3 раза в день. Это частое проветривание необходимо для больного, и чтобы инфекция не распространялась. Всего в регионе на базе 8 организаций развернуты инфекционные госпитали для больных коронавирусом. В каждом районе также есть прививочные пункты. В Ингушетию поступило около 27 тысяч доз первой в мире отечественной вакцины «Спутник Ви». Вакцинация на сегодняшний день – главное оружие, заявляют эксперты, и, как и прежде, продолжают призывать граждан быть более сознательными и привиться. Всего провакцинировано 65,1% от количества полученной вакцины и 76,1% от количества подлежащих вакцинации. На сегодняшний день есть угроза завоза в Российскую Федерацию нового штамма омикрон. Этот штамм пока у нас в России не выявлен, но уже в 38 странах объявили о том, что у них этот штамм выявлен, и поэтому Российская Федерация усилила меры на санитарно-карантинном контроле на СКП. Жителям Ингушетии сейчас не стоит переживать об этой угрозе. Для тех россиян, кто сейчас находится в Африке, организуют вывозные рейсы. Российские тест-системы способны выявить новый штамм. Однако с учетом того, что омикрон по предварительным данным еще заразнее, диагностику придется проводить чаще, заявляет в Роспотребнадзоре. Вот эти меры профилактики вплоть до 2-недельного карантина тех, кто прибыл из неблагополучных стран. ПЦР-тест действует, который непосредственно уже отбирают, он действительно будет в течение 48 часов. Забывать об антиковидных ограничениях не стоит. В первую очередь они приняты для нашей защиты. Сотрудники Роспотребнадзора продолжат проводить рейдовые мероприятия, а пока они все же призывают соблюдать защитные меры. Хава Гагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.